Это лето 2019. Хореографической группы «Капель» из Сыктывкара. Театральная смена оздоровительного лагеря «Солнечный», что находится в курортном поселке Кабардинка. Призеры и победители региональных, российских и международных конкурсов на берегу Черного моря не только поправили здоровье. Здесь они продолжали свои репетиции. А в качестве тренера выступали известные люди нашей республики. По словам художественного руководителя детского коллектива Марины Забелинской, они уже не первый год принимают участие в творческой смене во время каникул. До этого отдохнули в Черноморской зорьке Анапы. Но вот это просто, наверное, кладезь такого вот творчества, когда дети вот в такой обстановке, да, морской, когда тут воздух, тут солнце, тут море, и все вот это еще и творчество, все это очень здорово, и только позитив, они всегда это ждут. Всегда вот начиная, наверное, вот как смена заканчивается, они уже ждут следующую смену. В следующем году еще больше ребят из Коми смогут отдохнуть на Черноморском и Азовском побережьях, а также в лагерях средней полосы России и республики. Финансирование на летнюю кампанию 2020 увеличится на треть. Особое внимание к отдельным категориям детей со статусом в трудной жизненной ситуации, одаренным, сиротам и находящимся под опекой. Они здоровье поправят абсолютно бесплатно. А для остальных школьников повысят компенсацию стоимости путевки из бюджета региона. Так, за смену в 21 день возмещение из казны составит 25 200 рублей. Основная цель, в том числе, это сокращение расходов семьи на организацию летнего отдыха. Если на протяжении последних лет стоимость одного дня, возмещаемая из республиканского бюджета, составляла порядка 937 рублей, то этот размер увеличен практически на 30%. Со следующего года он будет составлять 1200 рублей в день. Самое большое количество детей в столице Коми. Здесь проживает треть всех ребят республики. Поэтому по детскому отдыху здесь проводится большая работа. В 2019-м в лагерях Коми и за ее пределами здоровья поправили около 3000 юных сыктывкарцев. Это летом. Здесь организация отдыха для школьников ведется и также во время весенних и осенних каникул в образовательных учреждениях, в том числе негосударственных организациях, которые получили разрешительные документы Роспотребнадзора. В этом году обновили содержание программ местных оздоровительных лагерей, где, кстати, смогли отдохнуть более 12 тысяч ребят. В первую очередь мы сориентировали наши школы и учреждения дополнительного образования, которые занимаются организацией отдыха детей, на то, чтобы программы были направлены на развитие современных компетенций школьников, которые разработаны в рамках стандарта национального чемпионата WorldSkills. И в рамках этого были организованы программы, такие, например, как «Профессии будущего», «Арт-лаборатория», «Технолаборатория Цифра», «РДH», юноармейцы, и много других программ, которые были очень востребованы и получили хорошие отзывы от наших учащихся. 1500 школьников в столице на летний период были трудоустроены. За эту работу, кстати, Сыктывкару достался переходящий кубок главы Коми как лучшему среди муниципалитетов региона. Следующая летняя кампания в столице ожидается еще насыщенней. На детский отдых юных сыктывкарцев в 2020 году республика финансирование увеличила на 30%. Сегодня уже готовится к весенним каникулам. Идет конкурсный отбор профильных программ лагерей. Елена Кононова, Олег Костромин, Артем Соколов, телеканал Юрган.